Автотранспорта на наших дорогах стало гораздо больше. Увеличился и риск попасть в дорожно-транспортное происшествие. Плохие новости с наших дорог не дают покоя. Что делать? В нашей студии министр внутренних дел Вальтер Будба, замминистра Беслан Чкадуа, председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Дауд Хутова, председатель комитета по обороне и нацбезопасности Тимур Шергелия, соведущая Анна Гуня. Поговорим о самом серьезном в программе «Аргама». Вальтер Сергеевич, Беслан Русланович, к вам вопрос. Хотелось бы, чтобы вы нам дали не очень подробный, но сжатый ситуационный анализ, что сегодня происходит, с чем мы имеем дело, почему вот сейчас все общество взбудоражено вот авариями на дорогах, дорожно-транспортными происшествиями. Активно вопрос обсуждается во всех слоях общества. Эту ситуацию в нашем случае Беслан Русланович он курирует непосредственно линию ГАИ, общественную безопасность в целом в МВД. Я думаю, он более такую картину раскрыл, в сжатом, я так понимаю, в формате. Я могу еще уточнить вопрос, с чем сталкивается госавтоинспекция сегодня? Ситуация в сфере безопасности дорожного движения на дорогах республики вызывает серьезную обеспокоенность и внутри системы Министерства внутренних дел и в нашем обществе. Высокие темпы роста автомобильного парка страны, низкое качество дорожных условий, низкий уровень культуры водителей и пешеходов создают дополнительные предпосылки для ухудшения обстановки на дорогах. Увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий. За 2022 год количество дорожно-транспортных происшествий зарегистрированных составляет 214, в результате которых погибло 64 человека и получили ранения 296. За аналогичный период 2021 года зарегистрировано 182 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 42 и ранения получили 246 человек. Таким образом, мы наблюдаем плохую динамику. Получается, что разница плюс 22 погибших, раненых 50, на 50 человек больше, и количество ДТП, в общем, на 32 больше. Это, конечно, цифры печальные, трагические, они нас очень сильно беспокоят. Конечно, еще, наверное, взбудоражило общество первые дни Нового года. За неполные 15 дней в ДТП у нас погибло 5 человек. То есть это началось в новогоднюю ночь с 31 на 1. Было утром рано ДТП, случилось в районе турбазы в городе Сухом, где погибла молодая девушка. И дальше как-то череда пошла событий. 5 человек мы потеряли с начала года. За аналогичный период прошлого года, январь 2022 года, у нас было погибших 6 человек. В январе 2021 года у нас был 1 погибший. Цифры, конечно, говорят сами за себя, но сказать о том, что госавтоинспекция не работает, тоже трудно, потому что у нас есть еще и другие показатели, которые в течение года, мы ту работу, которую провели, она говорит немножко и о другом. То есть общее количество выявленных правонарушений административных составляет 84 340. За аналогичный период прошлого года 93 тысячи. То есть небольшая разница, но эта разница связана с тем, что камеры фото-видеофиксации в 2022 году, которые находятся на республиканской трассе, они в 2022 году практически не работали. Если работали, то частично в связи с их неисправностью. Иногда неисправности, которые причинялись людьми умышленно, то есть, если говорить как есть, то их простреливали камеры, их приводили в негодность специально для того, чтобы они не фиксировали нарушение правил дорожного движения. Вы считаете, камеры видеофиксации влияют на количество нарушений правил дорожного движения? Конечно, они влияют, потому что из той статистики, которая у нас есть, среди самых распространенных видов нарушений правил дорожного движения, то есть первое место это занимает нарушение правил скоростного режима.
В 2022 году было выявлено 22 тысячи таких нарушений. В 2021 – 31. То есть вот эти неработающие камеры на 9 тысяч выявлений административных правонарушений за счет того, что они не работали, у нас количество снизилось. На втором месте по количеству нарушений правил дорожного движения это нарушение обгона и нарушение правил маневрирования. То есть это обгон, выезд на встречную полосу и так далее. То есть в данном случае а вот в этом случае у нас то есть больше выявлений на 2150. В 2022 году было выявлено 11 048 правонарушений, а в 2021 – 8890. То есть здесь есть динамика положительная, но это уже то, что сотрудники своим трудом, своими усилиями, путем рейдовых мероприятий, профилактических, вот за счет усиленной работы в этом направлении есть положительная динамика. Ну и на третьем месте это, конечно, самое тоже особо, то, что всех нас беспокоит, это управление автотранспортом в нетрезвом состоянии. За управление автотранспортом в алкогольном или ином состоянии было выявлено 6509 водителей. В 2021 году 4879. То есть в 2022 году на 1630 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения, было выявлено больше. То есть это о чем-то говорит, да? То есть работа была усилена в этом направлении. Но, тем не менее, количество ДТП за счет этого снизить нам, к сожалению, не удалось. Здесь, наверное, причин много. Не только количество выявленных правонарушений влияет на данную ситуацию. Здесь еще и культура вождения, культура отношения водителей друг к другу. И ряд других факторов, которые, наверное, нам нужно дорабатывать, чтобы исправить ситуацию и изменить ее в лучшую сторону. Спасибо большое. Владимир Сергеевич, вы хотите добавить что-нибудь? Да, вот в части того, что мы выявили больше нарушителей, лиц, находящихся в алкогольном и ином, у нас так прописывается, опьянение за рулем, это, честно сказать, это и есть напрямую, это говорит напрямую работа сотрудников госавтоинспекции. Это никакой камерой не определишь. И вот ту статистику, которую мой коллега ранее привел, что количество выявленных правонарушений в целом меньше, тут хотел бы я вам сказать, что мы еще и приоритеты немножко переместили в сторону вот этих именно злостных нарушителей и злостного нарушения. Значит, там за мелкие, более такие нарушения стали где-то предупреждать без фиксации, а за вот такие вот пьянки и иные прямо к этому вопросу подошли более серьезно. И вот результат говорит сам о себе, что выявлено практически на 1500, около разницы больше. Да. Выявили лиц, находящихся в состоянии алкогольного и иного опьянения. Мы так расставили приоритеты, мы хотим именно, я вот как-то говорил, что, честно сказать, хотел бы добиться результата такого, чтобы у нас, во-первых, пьяный за руль просто не садился, но у нас есть еще другая статистика, которую мы понимаем, как сотрудники, которые, она вот так в статотчет не ложится. А что такое в алкогольном и ином опьянении? Мы их как бы фиксируем как одинаково вредных. Да? Но на самом деле нужно разграничить опьянение. Вот мы об этом еще, я думаю, поговорим. Мы уже с комитетами это обсуждаем, я поддержку там вижу понимание. Я думаю, мы придем к результату, когда нужно разграничить. Есть лица, употребляющие спиртное, а есть лица, употребляющие тяжелые наркотики. Наверное, последствия тоже должны быть разные. Мы ни в коем мере не снимаем с себя ответственность за то, что происходит, и за те результаты, которые есть. Но вот хотелось бы отметить еще такие вот цифры. Значит, на сегодняшний день, по 1 числа 2023 года, января, на учете в Абхазии состоит 70 430 единиц автотранспортных средств. Допустим, в прошлом году, в 2021 году, состояло 66 237. То есть идет ежегодный прирост
учета автотранспортных средств. Если говорить там о предыдущих годах, там, то ну, они были в разы меньше, конечно, количество транспортных средств. Значит, также у нас были изменения, связанные, но это не 22 год и не 21, это начиналось с 2017 года, когда было сокращение сотрудников госавтоинспекции. Значит, в 2017 году, допустим, это я просто для примера, да, в 2017 году штатная численность госавтоинспекции составляла 498 единиц. Количество погибших, допустим, в том же 2017 году составило 67 человек. Количество состоящих на учете автотранспортных средств было 38 674. То есть сотрудников было больше, зарегистрированного транспорта было меньше, а показатели по аварийности и Больше. смертности, они были Больше, ну, да, так сравнимы что, с да. этим годом. Да. А в 2022 году штатная численность ГАИ предусматривает, она общая 269 единиц, что на 229 меньше по сравнению с тем, что было в 2017 году, там, в 2016, 2015. То есть было поэтапное сокращение с 2015 по 2018 Ну, год. можно коротко, с чем вот это было связано сокращение, потому что если бы с видеофиксацией, да, вот, с видеокамерами и так далее, с техническим оснащением что-то новое произошло бы, я понимаю, сокращение штатов, то, что мы называем оптимизацией. А что было в 2017 году? Почему сократили гаишников? Это было в связи с межправсоглашением, и наш стратегический партнер оказывает нам помощь, в том числе и по финансированию, как и бюджетной сфере, и фонда заработной платы непосредственно правоохранительных органов. И требование было такое, что ну, там есть расчеты на количество проживающих граждан на конкретной территории. И по этим расчетам было принято решение, что количество сотрудников милиции МВД Республики Абхазия должно не превышать 1760 человек. И в этой связи, во всей это, как его сокращение коснулось всех сфер деятельности правоохранительных органов, в том числе и не обошло, конечно, милицию общественной безопасности и непосредственно ГАИ. Вот это было с чем связано. Но на тот период, на мой взгляд, в России как раз шло активное внедрение именно технических средств в сферу Министерства внутренних дел. Ну, тут у нас это почему-то как-то не учли. Ну, в результате мы получили То то, есть что... мы не были готовы к такой оптимизации, скорее всего. Конечно, не были мы готовы. И на самом деле на сегодняшний день даже те цифры, о которых мы говорим, ГАИ, там у нас штатная численность должна составлять сколько? 269. 269 человек. Но по факту замещено у нас 210. 210. То есть и этот не комплект. То есть, А не комплект с чем связан? ну, не хотят люди работать. Ну, вы представите, я вот всегда это говорю, что нагрузка на человека в ГАИ просто колоссальная. Я вас уверяю, он работает сутки через сутки. И не изредка, когда мы вводим усиление, а круглый год. Он круглый год работает сутки через сутки. И нагрузка там просто колоссальная. Вы знаете, там уже, вот представляете, да, у нас на дороге сколько конфликтных ситуаций, споров возникает у человека за период его несения службы в сутки. И он с этим, и со дня в день, он с этим как бы живет. Ну, конечно, это просто колоссальная нагрузка. И что мы взамен предлагаем сотруднику? Заработная плата не такая, чтобы она привлекала. Даже страшно сказать. Ну, сколько? Ну, Рядовой максимально сотрудник ГАИ получает какую зарплату? В среднем, Средняя. в среднем зарплата после увеличения, которое состоялось в 2021 году в рамках реализации программы софинансирования поэтапного увеличения средств между МВД России и МВД Абхазии, составила увеличение в среднем по МВД на 8-10 тысяч рублей. Ну, с учетом, это распределяется с учетом звания, стажа, должности. Ну, среднее Ну, сколько? в среднем сотрудник ГАИ получает там 15-17 тысяч рублей. А какая должна быть зарплата у сотрудника ГАИ, если он выполняет качественно свою работу? Ну, во-первых, если говорить о качестве работы, то нужно учитывать сам фактор человеческий. Ну, разве, вот мы же все работаем, трудимся, но разве можно свою работу
качественно выполнять, работая более 8 часов. 8 часов. Это же не мы придумали нормы. Эти нормы научно выведены, что человек просто не способен концентрировать внимание там, больше 8 часов вот в таком активном режиме. А у нас он работает 24 часа. Ну, а как сказать, сколько? Если бы он работал 8 часов, как положено, да, я считаю, что средняя зарплата у него должна составлять там, ну, 1060-70, ну, как минимум. И там понятно, что хотеть можно и больше. Ну, в реалиях наших, да, там, из нагрузок, да, 60-70 тысяч у сотрудника милиции было среднего звена. Я думаю, это там, ну, такое было подспорье, которое можно было привлечь более качественных граждан для работы. Но мы не имеем таких возможностей. У нас, я честно, но они трудятся, потому что многие из них просто хотят добить вот этот свой стаж, чтобы уйти на пенсию. Они уже как бы вовлеклись, и, честно сказать, наверное, и предложений таковых нет, куда идти. Жизнь сложная, и мы их, честно сказать, держим, потому что им некуда уйти, и вот такой зарплатой держим. Они работают, они же не просто там ходят, они действительно работают. И работают в этом режиме. У них также семьи, у них такие же бытовые проблемы, как у нас у всех. И их тоже надо решать. В основном люди, которые обсуждают эту проблему, говорят о необходимости совершенствования законодательства. Но для того, чтобы знать, в каком направлении двигаться в этом вопросе, нам сначала надо все-таки вспомнить, может быть, да, и не то, что вспомнить, очень многие наши зрители уверенно не знают подробностей нашего законодательства, то есть какие существуют правовые нормы, какие законы, которые регулируют отношения в этой сфере. Поэтому очень хотелось бы от депутатов парламента вот сегодня услышать об основных параметрах нашего законодательства, которые регулируют вот сферу работу ГАИ, там, милиции, ДТП и так далее. В сфере законодательства усовершенствовать, наверное, здесь особо и нечего. Эти правонарушения, они отмечены, за них люди расплачиваются. Другое дело, у нас обычно часто под усовершенствованием понимается именно ужесточение законодательства. У нас как-то, да, вот говорят усовершенствование, но больше идет об ужесточении. Вот здесь для меня вопрос, надо нам идти по этому пути или не надо. Учитывая вообще ту ситуацию, которая есть у нас на дорогах, конечно, на самом деле, я думаю, любой из нас понимает, что что-то делать нужно. Если нужно ужесточать, на самом деле, значит, надо идти по этому пути. Просто хотелось бы, чтобы помимо этого мы также и другие пути тоже избирали. Я возвращаю вас к вопросу все-таки, давайте проясним. Вы сказали, что есть КоАП, да? Кодекс об административно-правовых правонарушениях. Да? Вот что там предусмотрено? Давайте вот начнем вот с таких очень конкретных вопросов. Как бич вообще в этой сфере, вот, да, среди нарушений, вот, которые мы видим на дорогах везде, значит, рассматривается нетрезвая езда, да, пьяная езда. Вот скажите, что предусмотрено в КоАП вот, по поводу нетрезвой езды? В соответствии с нашим законодательством, на первый раз это штраф в размере 12 тысяч рублей, да, на второй раз это уже и лишение прав. Пожизненно? Нет, не пожизненно. Естественно, На там полгода. на полгода. На полгода, да? Хорошо. Это вот что касается пьяной езды. Давайте, как бы, вот, если вам интересно, ну, по Да. примеру, в Российской Федерации жестче, там 30 тысяч, если мне память не изменяет, и, кажется, 2 года, кажется, лишение прав. Лишение Да, прав, да, водительских да. прав. Хорошо. тоже с первого Еще полгода. что там предусмотрено? Вот, скажем, ремни безопасности. В Абхазии очень такое нигилистическое отношение к этому вопросу. Абсолютно не признают ремни безопасности. Что предусмотрено кодексом? Опять же, это такое же нарушение, которое в соответствии с Кодексом об административно-правовых нарушениях карается штрафом. От 10 до 30 минимальных размеров оплаты труда. Да. За То есть, непристегнутость? да, от 600 до Натуральный 1800 От 600 рублей. до да. 1800. А кого штрафуют? Я не знаю, Нет, ну, чтоб если вы штрафовали. помните, у нас периодически, да, вот, бывает, что сотрудники ГАИ, они начинают именно по этой теме работать, да, и у нас бывало так периодически, что месяц, два, три планомерно эта работа велась, и люди начинали пристегиваться. Но почему-то, ну, потом, видимо, так происходит, что, наверное, тяжело с этим бороться. Опять же, Вальтер Сергеевич тоже говорил, очень сильно мешает здесь, да, затемненки,
так называемые. И ну, потом, видимо, сходит на нет эта работа, люди опять перестают пристегиваться. А я в этом плане согласен, конечно, что это очень важно, бороться именно с этим правонарушением. Скажите, а за вождение без прав какое предусмотрено наказание? Ну, опять же, в соответствии с нашим законодательством, Ну, штраф. человек ездит без прав, что с ним можно сделать? Лишить Ну, его машину изъять. изъять Я, насколько машину. понимаю, в этот момент мы машину... Не- собственность трогать не Не можем. имеете права. И что вы можете сделать? У нас предусмотрена административная ответственность в отношении лица, который управляет транспортным средством без водительского удостоверения. Если отдельно даже прописано, если передача рулю несовершеннолетнему, то это вообще карается штрафом в размере 15 тысяч рублей. То есть санкции данных статей, они предусматривают немало, да, финансовые затраты там, для людей, но в то же время они не всегда работают, потому что, честно сказать, немного мы выявляем людей, которые управляют транспортными средствами без вообще каких-либо документов. Есть или лишенные, или те, которые имеют все документы. То есть, ну, надо объективности ради сказать, что те, у кого вообще нет документов, чтобы они так свободно перемещались, ну, это такие редкие случаи. Ну, Беслан Русланович, да, если позволите. Насколько я понимаю, в соответствии с законодательством, если вы выявляете лицо, не имеющее права на вождение, вы все-таки должны поставить автомобиль. Мы его штраф. Вы отстраняем. вы не можете дать ему продолжить Не езду. можем. Мы его Да. отстраняем от управления, машина ставится на штрафстоянку, но у нас нет такой меры, как изъятие автомобиля. Мы же понимаем, что мы зачастую, отбирая машину, мы его ставим в УВД. Это никакая не штрафстоянка. Конечно. Мы ставим в УВД. Но у нас нету полного перечня инструментов, которые эффективно, даже тот закон, который мы сегодня имеем, чтобы мы по замыслу законодателя довели до конца. Мы не можем обеспечить, мы можем наказать, то есть что значит, сказать лицу, что он совершил правонарушение, мы можем выписать ему штраф, но это далеко не говорит о том, что это лицо будет оштрафовано. И у нас этих механизмов нет. Если мы не прибегнем к тому, что мы сейчас говорили, да, то по большому счету, если мы ему все документы отдадим, скажем, что выписали штраф, он уехал и все. Он его не платит. Приставов нельзя? Самым Потом наглядным, привлечь? наверное, примером является то, что у нас Мы допустим, сейчас этот в городе механизм как раз всех запускаем. Ну, это, беспокоит. я думаю, они могут. Но приставы, вы представляете, какой объем? 84 тысячи. 84 тысячи штрафов, если я приставам отправлю, они уволятся. Но неплательщиков гораздо меньше, мы же это понимаем. Но они не плательщиков меньше за счет того, что обеспечительные меры сегодня являются изъятой. Да, а если водительского не изъять, удостоверения. они будут Вот 83. элементарный если- пример, вот если позволите, да, вот не говоря о грубых нарушениях, там парковка, особенно в городе, в центре города, переполненный город, парковка, негде машину припарковать и так далее. Вот стоит машина в нарушении там правил парковки. То есть сотрудник милиции не имеет права изъять номер, эвакуатора у нас нет. Но тем не менее вопрос он должен решить, да, он должен машину переставить. Как это сделать? Он там зовет в рупор водителя, если он приходит, там спасибо. Если он не пришел, Он же может не прийти. он там может стоять час, потом он выписывает протокол без изъятия водительского удостоверения. И водитель уехал. В каком месте при пересечении границы его не спрашивают, если у него не оплачены штрафы. При оплате услуг там ЖКХ там, и так далее, где бы какие инстанции он не обходил, нигде не спрашивают. Мер воздействия То есть нет. мер воздействия и давления на... Совершенно тоже нет. верно. Именно поэтому я предлагаю вам все-таки, да, как правоприменителям, как тем людям, которые действительно знают, что нужно менять, чтобы обращались к нам. На мой взгляд, если Не сейчас только в плане, понимаете, ужесточения законодательства, но и облегчения работы. для облегчения не только этой сферы работы, на мой взгляд, надо идти по мировому правилу, мировая практика есть. Нам каждому лицу нужно сделать электронную почту, пользуется он этим или нет. Если мы послали на эту электронную почту письмо, оно должно считаться как уведомлен. Нарушитель с начала до конца был привлечен к ответственности так, как это, на мой взгляд, заложено законодателем. Инструментов мало, эффективных. На мой взгляд, вот есть нарушитель, мы его остановили, объявили, что он нарушил. Но вот даже в нашем случае, если он даже не будет платить штраф, какие меры воздействия? Мы не можем на него
у нас законы некоторые прописаны, ну, мы очень хотим развиваться с учетом внедрения вот этих технологий, чтобы у нас были базы данных, чтобы сотрудник мог этим как его пользоваться, и мы видели всех нарушителей. Но вы поймите, мы опередили немножко это все. Ну, нам надо же, наверное, как-то это в динамике вместе с развитием технологий в непосредственно в ведомстве и законодательства. Ну, мы в законодательстве прошли, ну, это нормальное же явление, мы идем к единым нормам международным. Но вместе с тем в ведомстве много моментов, которые мы не смогли развить до уровня, соответствующего законодательству на этом этапе. Что я хочу сказать? Вот мы сталкиваемся с какими проблемами. Нарушитель, с руля сняли, штрафстоянки нет. Мы должны заняться тем, чтобы найти его родственника, который трезвый, приедет, заберет, потому что это собственность, мы не можем эту собственность ни в коем случае там как-то забрать или так далее. Да, у нас по факту что происходит? Мы машину ставим в УВД, мы ее ставим для того, потому что не можем обеспечить передачу руля этому нарушителю недопустимо, а другие меры это все нам же приходится организовывать. И вот пока это все происходит, мы забираем. Да, это я по моему личному там приказу есть иные, конечно, почему сейчас граждане нас слушают, они могут сказать, что не только поэтому у нас машины отбирают в УВД, ставят. Я могу сразу сказать, да, я иногда волевым решением отбираю у молодежи автомашины и ставлю на штрафстоянку, ну так, ставлю в УВД, только для того, чтобы как-то, ну, не обязательно, у меня не стоит цель там рублем наказать или там наказать, у меня стоит цель образумить человека. И вот если этот молодой парень, который, ну, родители, наверное, где-то не досмотрели, да, они начинают гонять по городу, да, я у него отбираю там дней 10-15, чтобы он пешком походил, понял, что не просто там 1000 рублей штраф заплатил и дальше гонять Ну, а родители будешь. с пониманием относятся или же наоборот? Не всегда, но заступаются за своих сейчас отпрысков, уже больше с пониманием. Честно сказать, в первые случаи все у нас дежурная фраза родителя: почему с моего начали? Ну, потому что, наверное, сказать надо спасибо, что сохранить захотели, начали с моего. Так не ставит никто вопрос. А вот там все такие, сякие, а вы вот начали с моего. Ну, такие тоже бывают. Но сегодня уже большинство подходят с пониманием, они меньше стали спорить. Машины у нас некоторые стоят до, там, от 15 до 30 суток. Могут пожизненно лишить прав? И за что? Ну, такой нормы я не знаю. Нет у нас такой нормы. Ну, скажите, мы кулуарно эту проблему обсудили, но здесь, по-моему, об этом не говорили, и я поняла только сегодня одну интересную вещь. Значит, закон обязывает пользоваться ремнями безопасности. Да. А оказывается, эта проблема напрямую связана с проблемой тонировок. Да? Ну, значит, косвенно, скажите, скажем так. Косвенно? Почему Я косвенно? хочу что сказать. Ну, напрямую, потому что визуализация. То есть я Ну, визуально... вот я имею в виду это, да. Вы поймите, когда будет сомнение, всегда будет спор. Для того, чтобы обеспечить выполнение закона, я должен не сомневаться. Когда вы мне ограничили видимость, зафиксировать, пристегнут ли водитель или пассажир или нет, ну, скажите мне, пожалуйста, я у вас прошу, тут, как сказали, облегчить. Конечно, я прошу облегчить. Но я 24 часа на дороге, я просто прошу, помогите мне сделать так, чтобы у нас больше людей сохранили свои жизни. Скажите, есть такое понятие законные тонировки, или это вообще незаконно? К сожалению, Что-то есть. предусмотрено законом? Да, предусмотрено законом. Боковые. Позволяется тонировка, если память мне не изменяет, до 35%. Да, по Про- бокам, боковые. Светопропускаемость 35%, да, это 10 то есть сантиметров боковые стекла. лобового ветрового Лобовое, стекла. 10 сверху, сантиметров да. полоса, да. Полоса Ну, верхняя. смотрите, тут Это вот когда останавливают водителя, сотрудники ГАИ проверяют процент. теперь дайте я расскажу по поводу проверить. Я как-то вот законодатели, мы уже столько вот в рабочих комитетах обсуждаем что-то, мы уже друг друга столько послушали. Я скажу, вот о чем идет речь. Ну, скажите мне, пожалуйста, вот это если я ошибаюсь, предыдущий, да, парламент? Да. Собрание. Шестой было. созыв. 6-й созыв принял это решение.
Но при этом, вот, ну, по мне, очень важно, сейчас коллеги это поймут, о чем я говорю, когда мы пишем закон, нам нужно создать обеспечительные меры, чтобы этот закон был реализован. В этом случае, на мой взгляд, не доработали. Ну вот говорят нам, должна быть специальная аппаратура, которая определяет светопропускаемость вот этой затемненки. Теперь, аппаратуры у нас нет. Я вам больше скажу, даже если это будет у нас, оно тоже не дешевое удовольствие. Зачем мы нагружаем, я не могу, свой бюджет и так далее, вот всякой ненужными, у нас что, некуда денег девать, что ли? Согласна, Теперь, кстати. даже если у нас эта аппаратура будет, вы понимаете, что закон требует, чтобы для того, чтобы я проверил, это должен быть день ясный. Там условия такие, что я, честно сказать, в году побоюсь сказать, сколько раз этот день выпадет нам. То мы что, в этот день только работать должны? Позвольте? Да, я хотел бы на это ответить. Ну, я ни в коем случае не считаю, что это ошибка, допустим, 6-го созыва, да? Прежде всего потому, что имеете вы или не имеете средства, это не проблема парламента. Хорошо. Нет, на самом деле, давайте откровенно, это... Мы же про государство это сейчас говорим. Да, нет, ну вы говорите, что парламент не доработал, да, не досмотрел. Я хочу, ну, да. вы высказались так, поэтому я так реагирую. То есть, Нет, я хочу сказать, что это вы, когда говорите, это не проблема парламента, я вас хочу уверить, что это не моя, это государственная проблема. Я не лично ничего решаю. Когда нам пишут закон, государство должно способно быть, обеспечить. А вы ради ж государства это делаете? Вы хотите мне сказать, что государство не способно приобрести вам средства для того, чтобы вы замеряли светопропускаемость? Я просто сказал, что у государства есть куча Это еще и с других Богом надо проблем, договориться по куда бы поводу эти деньги погоды. можно Я было так понимаю, что использовать. в год Разумеется. 3 раза можно провести такое исследование. Ну, и по погоде тоже не только, даже если у них будет это спецоборудование, погода должна соответствовать. Тогда давайте расскажите мне, вот ответьте мне, пожалуйста, в соответствии с какими документами да, мы определяем, что погода должна соответствовать? В соответствии с какими документами? Это инструкция по определению Эту инструкцию в рамках Абхазии вы можете свою подготовить? Зачем нам идти? Нет, вот ну я так вам говорю, к что этому? вы можете это сделать. Это вы хотите, чтобы я начал еще заниматься тем, чтобы обеспечить затемненки, узаконить, что ли? Слушайте, есть решение, да, 6-го созыва парламента, то есть оно ведь тоже было, знаете, не с потолка взято, определенная логика у этого тоже Я есть. же не В обвинил теплых никого. странах, Мы в же сегодня южных можем странах. пересмотреть, ну всякое бывает. Мы можем пересмотреть так, как вы говорите, а можем и пойти по тому пути, что в соответствии с этим законодательством вы обратитесь, вам закупят новые сертифицированные аппараты, мы изменим вот эти правила, да, проверки светопропускаемости. Можно и так пойти, понимаете? Есть закон. Вы предлагаете изменить закон для того, чтобы чтобы он соответствовал и не мешал, то есть действовать вашим приказам, так? А может не как-то моим наоборот приказом. должно быть? Чтобы он можно не я мешал просто мне скажу? выполнить Я так законные понимаю, что требования. количество сотрудников в ГАИ сократили, поэтому работы у них и не хватает. хотят они Мы еще должны нагружать их. Анна, Зачем так много внимания уделять вот этим смотрите, тонировкам? вот Что они смотрите. дают в конце концов? Совершенно не сторонник тонировок. Более того, скажу, что в принципе не езжу на автомобилях с тонировками, всегда пытаюсь их снимать, потому что мне ночью, мне неприятно ночью ездить на автомобиле с тонировками, мне это мешает. Допустим, да, обустроенный там, допустим, специальный гараж, заехать, проверить, насколько светопропускаем. Вы все это можете сделать. Да на секунду представьте, я остановил машину, повез его в гараж. Хорошо, проверил. стационарный пост. Ну, Как это я вам будет на скажу, практике? стационарно оборудовать специальным Освещением. гаражом. Освещение. Слушай, зачем вы это придумываете? Это не я придумал, просто я хочу, чтобы вы понимали. Есть закон, вы предлагаете менять закон, тогда как по логике вещей вы должны под закон работать. А вы не исключаете, что данный закон или Вы же понимаете, что преждевременен? народное собрание, да, это народное собрание. То есть законы как раз для того пишут, что дальше вы должны сказать. Вы предлагаете, чтобы закон изменили. Иногда это правильно, иногда надо именно по этому пути пойти. Я вообще не спорю. Но каждый раз, но если так нужно делать, мы должны иметь полное обоснование. Я, например, реально... Вы нашли полное обоснование, когда вы затемненки разрешали?
Я не разрешал. Ну, не, Я иду бы не в парламент, голосовал за, я за себя говорю. парламент, ну, я же, Они как нашли же для съел? себя. Ну, Для себя нашли. вам даже по-видимому. самому смешно, вы понимаете? вот, И мы сейчас спорим о том, говорят, даже что южная вам страна, смешно, они говорят, смех южная вызывает. страна. Всего лишь это главный аргумент. Можно Если я разрешите, Тимура знаете, надо как, подключить мы- к разговору? Да, конечно. Ваше мнение по поводу тонировок? Ситуация, конечно, очень сложная. Здесь компетентные представители, они на самом деле предоставили нам объективную информацию. Проблемы есть, проблемы существуют. Прежде чем перейти к законодательной деятельности, я бы что хотел сказать и на что обратить внимание. Я не понаслышке знаю по относительно деятельности сотрудников милиции. Я сам работал в правоохранительной системе. Если сегодня мы добиваемся, если мы хотим качественную работу, результат положительный, то вообще в стране должны взаимодействовать все инстанции, все ветви власти. Это судебная власть, исполнительная власть и законодательная власть. Я не хочу сейчас конкретно переходить к конкретным каким-то моментам, но я знаю, за что я говорю. Есть какие-то моменты, сегодня осуществляется определенная работа по конкретному нарушителю, составляется административный протокол, административные документы передаются, и потом материалы доходят до нужной инстанции, а потом уже там начинаются какие-то моменты. Дело доходит до того, что людей начинают заранее выпускать, предоставляют какие-то справки с медицинские и тому подобное. За что я на этот момент обращаю внимание? Потому что этот момент тоже влияет, потому что люди знают, что сегодня он сын какого-то чиновника или сын какого-то бизнесмена, нарушив сегодня закон, он знает, что есть определенные люди, которые займутся тем, чтобы он не понес соответствующее наказание. Надо, если хотим мы порядок, если хотим мы закон, о тех проблемах, которые сегодня существуют, это знаем, понимаем. Мы для правоохранительной системы, мы открытый парламент. Сегодня, вот с начала года уже мы несколько комитетских заседаний провели. Мы готовы выслушать, принять соответствующие поправки для того, чтобы улучшить жизнь наших граждан, для того, чтобы сохранить жизни наших граждан. И для этого я думаю, что самое главное взаимодействие, которое сегодня даст нам положительный и качественный результат. Если будет нужное взаимодействие в стране во всех ветвях власти, то я думаю, что результат сегодня, какой бы закон мы ни приняли, если закон не будет как положено реализовываться и не будет нужного контроля, я думаю, что ответственность за это все-таки должны нести те люди, которые должны нести компетентные люди. Так законодательство надо ужесточать? Надо ужесточать. Сегодня с послевоенного периода на самом деле время идет вперед, потребности другие. Законодательство показывает, что да, какие-то лазейки есть, да, для того, чтобы там существовать. Надо выявлять, вот есть представители, которые на самом деле предоставляют нам нужную информацию, они владеют обстановкой, они владеют ситуацией, они видят уязвимые места. И на это мы, естественно, готовы реагировать, на это мы готовы вместе с ними проводить обсуждения, проводить нужное, подключить соответствующих экспертов, специалистов, которые разбираются в этом. И, естественно, мы все, что мы делаем для того, чтобы улучшить жизнь наших граждан. Ну хорошо, вот до начала эфира Дауд Витальевич сказал, что в принципе у нас все есть, ну, в плане законодательства, да, вот, которое регулирует эту проблему. Но сейчас, когда мы начинаем выяснять какие-то важные параметры, получается, что не совсем так. Вот скажите, в нашем законодательстве есть такое важное понятие, как опасное вождение, где должно быть все расписано. Если там все расписано, тогда, в принципе, особенно там что-то серьезно менять и не пришлось бы. Новые изменения, которые сейчас, проект, которого рассматривается в парламенте, там, кстати, подразумевается усиление санкций, ужесточение санкций по данным видам нарушений. Если раньше по данным видам, значит, что вообще подразумевается под этой статьей? Это, значит, создание препятствий, создание помехи,
Агрессивная езда. агрессивная езда, но это здесь тоже понятие, наверное, нужно будет расшифровывать, но мы как понимаем ее, да, как вы все, значит, также какие-то маневры, которые вам мешают двигаться дальше, ну там ряд есть подпунктов. Создаются препятствия. Да, сегодня штраф от 50 до 80 МРОТ, то есть это от 3000 до 4800 получается. 4 Да, это было. А сейчас предлагается установить штраф в размере от 100 до 150, то есть от 6 МРОТ, да, от 6 до 9 тысяч. Соответственно, и также предусмотрено лишение права управления транспортным средством на срок от 6 до 12 месяцев. То есть санкция реально будет ужесточаться, наказание достаточно серьезное, но если разрешите продолжение того, что мы говорили, конечно, вопрос тонировки, он очень важный. И важен для работы госавтоинспекции, не только еще и оперативной службы МВД и так далее. Ну, наверное, не самый такой главный, потому что есть вопросы, которые у нас чуть-чуть острее стоят, такие как какой же выход, какие пути выхода из сложившейся ситуации на дорогах нашей страны, если мы сегодня говорим по линии ГАИ. То есть только там ужесточением санкций мы вопрос, наверное, тоже не решим. Помимо ужесточения санкций, ужесточения штрафов и так далее, наверное, самое важное – это неотвратимость наказания. Если мы можем сколько угодно ужесточать, но если мы не будем за это наказывать и применять те меры воздействия, которые есть, то это, ну, наверное, работать будет как минимум плохо. И третье, на мой взгляд, это уже, как сегодня говорили, уже да, мир шагнул вперед. У нас по некоторым позициям мы отстаем. Это материально, там, техническое оснащение, вообще техническое оснащение в целом. Сегодня все мы говорим там, о необходимости внедрения и развития аппаратно-программных комплексов. Вот у нас стоит там 6-7 камер сегодня, но камер должно быть в разы больше. Потому что, как показала статистика, основной и практически, наверное, самой первой причиной ДТП и ДТП со смертельным исходом, помимо состояния алкогольного и иного опьянения, является превышение скоростного режима. А сбить скоростной режим на республиканской трассе возможно, на мой взгляд, сегодня, да, только за счет наращивания тех камер, которые есть, и увеличения там дополнительно. Насколько вот эффективно вот там, где вот сегодня установлены, вы озвучили камеры, насколько какой эффект приносит на сегодняшний день? Ну, я Просто для... Если я вам скажу прямо даже конкретными цифрами, которые у нас есть, значит, в 2021 году, ну, опять же, анализ по сравнению 2021-2022 год. В 2021 году было выявлено 31 тысяча нарушений. Именно по превышению скоростного режима. Именно камерами. В 2022 году было там 22 тысячи за счет того, что я как говорил, там они не работали, там периоды бывали разные. Но это всего лишь 7 камер по всей трассе, от Псоу до Ингура. Ну, я, насколько знаю, Вальтер Сергеевич, вы озвучивали, сейчас в этом году у вас заложено, да, вот по этому направлению. Да, я могу сказать, что, например, при поддержке руководства страны, значит, мы пошли путем создания целевой программы на реализацию вот этих вопросов, решение этих вопросов. И в МВД было выделено на развитие, в том числе и установление камер на дороге, на дорогах, было выделено, заложено в эту программу 200 миллионов рублей до 2025 года. Но я вам скажу сразу, 200 миллионов, может, звучит, это для Абхазии действительно немалые деньги, но для решения вот этих вопросов они не столь существенные, но, конечно, мы из этого постараемся максимально возможное сделать. Ну, в чем тут, я просто разъясню сразу, чтобы мы, соответственно, 200 миллионов, ну, что такое 200 миллионов? У нас сегодня программно, для того, чтобы реализовать в этот комплекс, одну камеру поставить же этого мало. Нам нужно программное обеспечение, нам нужно, чем больше информации, а эта информация, если вы понимаете, там, в компьютерном, в IT, то эта картинка, она тяжелая сама по себе, файлы тяжелые. Соответственно, у нас центр обработки данных должен быть серверный, там сервера должны быть мощные, большие, объемные. И вот для решения вот этого всего, конечно, 200 миллионов это не совсем там недостаточно. Необходимая сумма, да, там в разы будет. Но это первый шаг, который мы, дай бог, их освоим правильно, и когда мы увидим
эффективность, тут и поступления в бюджет будут, наверное, со штрафов и так далее. Но когда мы увидим его, как его коэффициент полезного действия, я думаю, мы и новую программу напишем, и еще раз поддержат нас. Вот что я хочу сказать. Значит, я, честно сказать, вот столкнулся со следующей проблемой. Вот тут ранее Беслан Русланович сказал, мы ставим камеры, а камеры стреляют. Да? То есть мы же их надо ставить на тех отрезках участков, где люди понимают, что меньше внимания, и они там развивают скорость сумасшедшую. И это получается, как правило, малолюдное население, ну там по трассе. Но мы там камеру поставим, я вам однозначно скажу, что эта камера недолго будет существовать. Сама камера, вот 2,5 миллиона стоит. 2,5 миллиона стоит одна камера. Ну вот сколько я камер за 200 миллионов куплю, которые еще готов пожертвовать ими. Вот такие проблемы у нас. Можно правильно продолжение? Ирина Шатовна? Давайте, да. Ну, насчет камер, да, изначально, вот вы правильно сказали, да, мы действительно слышали, что их уничтожают. Может быть, вот в этом отношении вы обратитесь уже к нам для того, чтобы мы увеличили ответственность, да, уголовную для людей, ввели что для тех, кто умышленно портит государственное У меня есть имущество. по этому поводу предложение, как увеличить кратность как взимание штрафов помимо уголовного преследования. Нет, ну, уничтожение, вот, например, камер, ну, я считаю, что да, нам необходимо максимально ужесточить, потому что да, тут уже явно злой умысел. В этом отношении, я уверен, вы полностью найдете в Народном собрании поддержку. Тем более, раз мы хотим бороться с таким видом правонарушений. Я прошу прощения, но мы же от того, что осудим человека и посадим, камер не появится. Я хотел бы, что к этому еще? Помимо его наказания, мы должны оштрафовать, чтобы возместил он материал. А возмещение, на мой взгляд, нужно делать кратность. Ну, где гарантия, что мы всех задержим, кто стрелял? Одного задержим, пусть он за всех, нам сделает там в 5-кратном размере, пусть он возмещает. Ну и, соответственно, мы где-то подстрахуемся, можно и таким путем пойти. Ну, это нужно, уже это парламент нужно. решил, И я, это если что, можно, да. да, хотел бы еще добавить, вот насчет республиканской автотрассы. Все-таки я как человек, который практически каждый день проезжает из Пицунды сюда в Сухум, ну, я вам скажу, это практически невозможно ехать в этот путь, не нарушая. У нас практически везде населенные пункты, 60 км в час, даже допустимая скорость, но я постоянно нарушаю. Да, причем я не люблю большую скорость, да, но это невозможно, я на работу не успею, еще не успею. Это в принципе неудобно. Максимум скорость, которую вы себе можете позволить. 80-90 км в час. Вот я хотел бы все-таки попросить вас все-таки пересмотреть скоростные ограничения. Если мы вводим максимальное количество камер, пусть будет, я не знаю, 80-90. Если человек нарушает их, можно, допустим, увеличить штрафные санкции, очень серьезно. Но человек должен понимать, что что-то допустимо, а дальше, когда ты переходишь эту рамку, ты уже отвечаешь очень жестко, по полной и по максимальной ставке, скажем так. Вальтер Сергеевич, можно поднять до 90 километров в час? Ну, вы знаете, так, наверное, огульно об этом говорить Основной сложно. трассы. Но Я нужны понимаю. специалисты, эксперты, которые изучат определенный участок и поймут, но там исходить надо из того, что у кого какие машины и какая машина на какой скорости способна остановиться с теми требованиями, чтобы не допустить там более тяжкие последствия. Сегодня, не наступили более тяжкие последствия. Когда вот эти подсчеты велись, собственно, определялась эта скорость, тогда автомобили другие, тормозной путь был длиннее, то есть все поменялось. Вот Почему тогда, сегодня когда- нам это не пересмотреть? Я вам скажу, на мой взгляд, вот когда мы говорите, тогда были автомобили другие, те автомобили до сих пор у многих есть. Вы же не можете сказать, что эти люди на этой дороге не будут ездить? Нет, не могу. А как нам там надо написать знак для В «Жигули»? итоге знак будет для нарушать «Джипа»? все, если вы оставите 60 там, километров каждый в час. автомобиль разный, даже тогда высчитывалась какая-то средняя скорость. Тогда же тоже не Там есть каждый технических автомобиль параметров определяли. автомобиля. Сегодня некоторые автомобили действительно оснащены и тормозными системами, и другими, и они и способны остановить машину, более короткую, но и тех машин же осталось. Мы же не можем написать знак Да, для «Жигули» и дифференцировать знак для вас такая «Мерседеса». скорость, Поверьте. для Потом этих, еще так, есть момент же, там, где висит камера, на этом отрезке дороги есть предупреждающий знак о том, что, во-первых, ведется фото-видеофиксация
Соответственно, ну, хотя бы на этом промежутке можно же сбавить скорость и проехать ее спокойно. Нет, я А почему полностью- камеры стоят там, я извиняюсь, задал вопрос. Да, изначально рассматривались места установки камер, они были определены не по какому-то там случайному принципу. Были выбраны самые аварийные участки дороги, время суток определялось. У нас, кстати, есть в статистическом отчете, значит, время возникновения ДТП, время, значит, даже по национальному признаку разделено. У нас есть разделение по, значит, транспортным средствам, по маркам автомобилей, по возрасту. По праворульным. Значит, если взять вот за 12 месяцев, да, если даже по дням недели, когда чаще всего ДТП происходит. Вот, значит, по той статистике, которая у нас есть, чаще всего ДТП происходит в четверг. И чаще всего они стали происходить в 2022 году в ночное время, 115 имело место, а в 2021 году было в дневное. То есть, ну, какие-то изменения у нас происходят. Потом, по национальному признаку, если брать, ну, здесь, наверное, даже трудно эти цифры произносить. Абхазов погибло 48 человек. То есть, а средний возраст погибших, более 52% из погибших, это люди от 20 до 30 лет. То есть беда, наверное, кроется вот в этом, что вот эту проблему надо решать с учетом тех данных, которые у нас есть, чтобы самый репродуктивный возраст лиц от 20 до 30 лет, мы теряем их в ДТП. И погибших из 64, 48 это лица абхазской национальности. Люди нарушают эти правила, потому что они их не знают, или они знают, но не хотят. Вообще Знаете, такой есть- анализ возможен? Есть Да. такое, вот, я думаю, многие слышали там, высказывание, когда человек едет, как живет, ездит, как живет. Вот правовой нигилизм, если он в человеке есть, он проявляется во всех его сферах, в том числе и в манере вождения. А вот у нас люди стараются, вы знаете, как им как-то, не знаю, они не хотят жить в правовом поле, стараются вот как-то проявить себя особенно. И ездить также, пренебрегая всеми знаками. Вот мы когда говорим о том, что у нас есть недостаточно инструментов, но инструменты есть, да, воздействия. Но вместе с тем и знаков, сигналов тоже есть много, чтобы гражданин сам чуть-чуть посмотрел. Не сможем мы каждому в голову залезть и каждому в машину сесть. И каждому в машину посадить сотрудника, который будет ему говорить, вот здесь не спеши, вот здесь аварийный участок. Эти знаки стоят. Но нам нужно, наверное, еще с нашими гражданами поработать, объяснить. Я вот вчера то, что мы сейчас, некий такой посыл был поддержан президентом, вот мы говорим о затемненках, там, меня же правильно услышали, я убежден, что мы с вами спорим во имя, чтобы прийти к одному правильному решению. Это нормальное явление. Когда мы говорим, я не хочу ругать там, парламент, там, который принял этот закон. Я просто говорю, на тот момент, может быть, не совсем последствия могли предусмотреть. Да. Сегодня мы их видим. Я же не прошу, уберите там опять эти там затемненки, потому что мне так хочется. Я вас прошу помочь мне более эффективно работать и спасти жизнь. Вот что я прошу. Мне все остальное, честно, я преследую только одну цель. Я преследую мечту, чтобы я по итогам следующего года достиг до того, что у нас ни один человек не погиб. Вот к чему я иду. И когда я с чем-то обращаюсь, может быть, я немножко там высказываюсь не так вот там дипломатично. Не моя эта профессия, дипломатия, но я вам что хочу сказать. Я просто тоже, вы поймите, я каждого человека переживаю. Каждое происшествие, связанное не дай бог, со смертью человека, мне звонят и день, и ночь, и так далее. И вы понимаете, что я переживаю за это, через меня это все проходит. Если вы меня правильно поймите, если я некоторые вещи говорю резко, вы меня должны слышать как человека, который за это чуть-чуть больше в этом сейчас разобрался и просит у вас помочь, чтобы эффективнее работать. Я других целей не ставлю. И вот вчера президентом было
я тоже сказал, что давайте помогите, наверное, вместе с вами мы подадим некий... Президент прям сразу поддержал меня и сказал, давайте мы с себя начнем. Я сказал, что там есть там, в социальных сетях провели некий мониторинг. Мы видим там, высказывания граждан наших, мы их тоже... Мы всех слышим, стараемся слышать. И президент поддержал, и сегодня, если я не ошибаюсь, уже президент прошелся по автопарку и дал указания соответствующие. Хотя, вам честно скажу, это с точки зрения требования безопасности, эскорт президента не подлежит, они имеют право затемняться, это тут есть требования по безопасности. Но президент и тут... Личным примером. Личным примером, да, он пожертвовал, как сказать, неким такой в порядке обеспечительных мер в безопасности. Он пожертвовал этим, и он дал указания, сняли все затемненки. Мы тоже, уважаемые коллеги, мы, наверное, где-то должны пожертвовать своим комфортом ради безопасности. Мы, если правильно расставим приоритеты, да, я думаю, все помним, когда в Соединенных Штатах, когда 11 сентября произошли вот эти страшные теракты, когда граждане сознательно там изменили законодательство по поводу прослушивания или... Патриотический акт. Да, и люди пожертвовали своим комфортом и своими некими правами, ограничения, они пожертвовали ради безопасности. У нас сегодня, мне очень приятно, что вот именно ваши комитеты здесь представлены. Данная проблема, она уже на уровне национальной безопасности стоит. Разрешите добавить, Вальтер Сергеевич, я полностью согласен с вами. Сегодня мы все живем в Абхазии. Вот Русланович привел статистику именно по тем лицам, по категориям лиц, которые совершают данное преступление. На самом деле, вот как вы сказали, мы этот вопрос должны рассматривать именно как национальная угроза национальной безопасности, потому что сегодня это наши дети, это наши братья, это наши сестры, и мы, если вот пока сегодня наши граждане нас слушают, нас видят, я хочу, чтобы они поняли, что каждый должен начать с себя. В каждом ведомстве, в каждой структуре, все сотрудники, чиновники, они должны понимать и знать, что есть очень серьезная угроза, есть серьезная опасность, и надо к этому подходить очень серьезно. И если не подойдем мы к этому вопросу серьезно, и все это в наших руках, в принципе. Я уверен, что сегодня молодые ребята там без ведома родителей, они и не садятся за руль. Некоторые, да, есть, наверное, которые там непослушные, но все-таки старшие люди, старшее поколение должны влиять на эту ситуацию очень серьезно и очень положительно. Они покупают машины детям. Да, то же самое. Сегодня создаешь условия комфортные, как правильно вы сказали, от комфорта, от некоторых, от какого-то комфорта мы должны отказаться. Ты создаешь условия, покупаешь с ребенку, и, естественно, ты должен это контролировать. И все это должно быть под особым контролем. И пока мы не начнем с этого, какой бы закон ни был, какое бы отношение ни было, я думаю, что все равно, как было сказано, мы за каждым не уследим. Каждый должен знать и понимать, что за такое нарушение будет соответствующее наказание. А наказание должно быть на самом деле соответствующее, как положено, как нужно. Можно, да, добавлю еще. Честно, меня удивляет, вот сейчас многие родители покупают своим детям автомобили. Сегодня есть возможность приобрести также электромеханический ограничитель скорости. Поставить своему чаду в автомобиль и потом уже контролировать, с какой скоростью он ездит. Я не понимаю, почему этого не делается. Все беспокоятся о своих детях. Помимо того, что да, не нужно, это тоже мера, но тем не менее. Слушайте, вы покупаете сыну, который еще не созрел, у кого молодость в голове, мы сами знаем, темпераментные южные люди. Слушайте, ты ему покупаешь объем 5,5. Вот расскажите мне, зачем? Необходимость. Зачем? Вот зачем ты это делаешь? Он что, лишний в доме? Я не могу понять. Зачем ты это делаешь? Это снаряд. Потом еще хочу сказать, многие начинают мне рассказывать, что он ездит аккуратно, ему не нужно пристегиваться. Я говорю, послушай меня, мой уважаемый, да ты не поймешь, как прилетит тот, кто неаккуратно ездит. Вот в том-то и дело. Как снаряды носятся автомашины. Он прилетит, ты не успеешь ты ничего сделать. Будешь пристегнутый, вероятность того, что ты будешь жив,
на порядок выше. Так сохрани жизнь себе и своим родным и близким. Но разве трудно застегнуться? Я не могу. Я вчера сам, я вот сегодня с сотрудником всем сказал, мы сегодня еще проведем некий такой флешмоб. Мы покажем всем, что мы начинаем с себя, чтобы нас никто там потом не кривотолк не было. Мы начнем с себя, и с ремней начнем, и с затемненок, при всем том, что сотрудники Министерства внутренних дел в силу решаемых и стоящих перед ними задач имеют возможность оставить затемненные боковые и некоторые иногда и лобовые, мы знаем по оперативным работам, там, чтобы не гласно, гласно, тоже убрал. Будем изыщем, мы тоже будем изыскивать иные способы реализации своих задач, или поставивших перед нами задач. В этой связи, Вальтер Сергеевич, хотел вообще, чтобы вы рассмотрели возможность для того, чтобы для грузопассажирские перевозки, то есть, да, автомобили, осуществляющие их, может быть, стоит все-таки хотя бы их, да, вынудить для того, чтобы ограничители скорости были. Грузоперевозки? Ну, Пассажироперевозок, да, пассажиров перевозят, да, или вот большегрузные Ну, автомобили. я думаю, вы знаете, вот Они тоже очень среднестатистически опасные. все нарушители попадают. Весь вопрос в том, как он, какую ответственность он понесет, который его вразумит. Вот надо вот таким путем пойти. Мы сейчас можем так до бесконечности ужесточать это все. Это как раз не ужесточение, это, кажется, вот мы как раз создаем препятствия для того, чтобы люди представляли И опасность на еще дорогах. вот, я вот, знаете, мысль одну чисто оперативную скажу. Вы же понимаете, как щепетильно нам достается доказательная база при тяжких и особо тяжких преступлениях. Для нас все важно. Когда мы даже вот это оставили затемненную, это же всегда по споре, насколько в суде ты-то для себя убежден, что ты его опознал, но в суде начинается, машина была затемнена, как ты мог его опознать? И всегда это ставится под сомнение. Когда мы оставляем затемненные машины, мы позволяем преступнику приехать на место совершения преступления и уехать скрытно. Зачем мы в этом участвуем, я не могу понять. Затемненки используются не только, я бы сказал, не столько для того, чтобы заниматься какой-то криминальной деятельностью. Но она же Да? помогает для тех, кто занимается примерно. Ну, много чего помогает. Вальтер Сергеевич, если мы пойдем по этому пути, да, я боюсь, мы не остановимся. В какой-то момент мы решим, что для безопасности дорожного движения следует изымать автомобили, конфисковать их. У там, тех, да. кто злоупотребляет алкогольными и наркотическими веществами, Ну да, ну, тоже согласен. А что мы будем делать с Конституцией, с правом собственности? То есть, понимаете, мы можем зайти так далеко, поэтому... Кто эту Конституцию? Постоянно защищает Если эти совершенно- тонировки. Скажите мне, пожалуйста, если мы все вот Объясни, так, почему. это как его, если мы вот так к этому будем подходить, кто эту Конституцию будет соблюдать, когда мы закончимся? Для кого вы ее хотите оставить? Ну вы сгущаете. Вы Нет, сгущаете, почему? Вальтер Сергеевич. А скажите, затемненки. посмотрите, это к чему ведет Вот каждый мы год? начинали с ремней безопасности, да, вот. Есть определенный штраф за это. Причем здесь затемненки, потому что вам Хочу. хуже видно. Да. Вот, поэтому. Ну а что тут Но такого? это- Я же правду говорю. Слушайте, впереди у нас затемненок нет? Нет. Ну также мы же запрещаем. Знаете, вам надо к нам прийти на практику и поработать чуть-чуть. Вальтер Сергеевич, да вот Чтобы вы поняли разницу, мы разговариваем как глухой с этим. Я прошу помочь мне, чтобы сделать так, чтобы мы все комфортно жили. Помочь прошу, Ну, я не возможно, говорю. что на приоритеты вы смотрите по-разному. Давайте так, вот юристы... Он рассматривает как министр внутренних дел. Я рассматриваю совершенно по-другому, как депутат парламента. Я Хорошо. больше и о правах человека думаю, а не только о безопасности. Он прежде всего А сконцентрирован на права безопасности. нету у того человека, кто погиб в ДТП? У них прав нету? Расскажите мне. То есть каждый, кто с затемненками, он уже априори виноват. Что Я кто-то погиб. так не сказал. Но вы сейчас это в одном предложении мне Я сводите. хочу сказать, это мне поможет сохранить жизнь. Ну, давайте сделаем так, немножечко вот у юриста вес слова кодифицировать, а здесь вот в обсуждении давайте мы упорядочим наш разговор, потому что я-то думала, что от вопроса к вопросу будем в какой-то динамике двигаться, но в принципе общение очень интересное, вот и поэтому получилось так, что никакой монополии у ведущих здесь нет, вся площадка ваша, дорогие наши спикеры. Вот давайте поставим вопрос вот так, чтобы просто больше
отшлифовать, и чтобы наши зрители поняли, каковы же инициативы у МВД, да? Вот Даут Витальевич тоже говорил, что вот они компетентные, то есть они специалисты, они должны обратиться, они должны знать, чего они хотят для того, чтобы работа их была эффективной и так далее. Вот с какими предложениями вы обратились в парламент, у вас недавно было заседание, правда Заметьте, же? там не было тонировок. Да, хорошо. Вот сейчас мы посмотрим, что предлагает министр, что предлагает руководство МВД, с чем они пришли в парламент, что вы там вместе обсуждали. Идеи здравые. Пожалуйста. Вот так вот более конкретно. Если более конкретно, то, значит, Что вы предлагаете? рабочая группа под председательством генерального прокурора, куда входили сотрудники Министерства внутренних дел, Генпрокуратуры и других заинтересованных ведомств, при проведении там ряда совещаний пришли к выводу, что необходимо, с учетом анализа той ситуации, которая у нас сегодня сложилась на дорогах, о необходимости ужесточения законодательства в части административных правонарушений и нарушений правил дорожного движения. Значит, одно из изменений, которое ужесточение предлагается, это за превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение требований дорожных знаков «Въезд запрещен», «Движение запрещено» и ряда других. То есть это одна из инициатив. Так, проектом закона за совершение вышеуказанных, то, что было ранее, предусматривалась административная ответственность в виде штрафа от 10 до 30 минимальных размеров оплаты труда, а стало предлагается изменить от 80 до 120 минимальных размеров оплаты труда, либо лишение права управления транспортным средством на срок 6 месяцев. Это вот первое, о чем мы Ну, сказали. МРОД немножко запутывает людей, МРОД, которые не да, знают, если что МРОД натуральной это. величине. Да, Сколько? 60 рублей МРОД, сколько вы соответственно, предлагаете от 4800 до 7200 рублей. Все, 7200 РФ, все понятно. Или лишение на полгода. То есть это за нарушение скоростного режима, за нарушение запрещающих знаков и ряда других знаков. Спасибо, хорошо. Дальше. Второе, значит, нарушение правил дорожного движения, приведшее к созданию аварийной ситуации. Это то, как раз о чем мы говорили. Значит, проектом закона предусматривается вместо, если говорить в натуральной величине, было от 3 до 4 800, а стало, значит, установить штраф в размере от 100 до 150 МРОД, то есть от 6 до 9 тысяч рублей. Или лишение права управления транспортным средством на срок от 6 до 12 месяцев. Это мы сейчас перечисляем те основные виды нарушений, которые, по нашему мнению, по мнению анализа, который мы провели, приводят к ДТП и к ДТП с летальным исходом зачастую. Дальше основной... Самое опасное. Самое опасное, да. Дальше основной вот идет у нас выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения. Это одно из наиболее общественных опасных правонарушений. За выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, проектом закона предусматривается установление административного штрафа в размере 8-10 минимальных размеров оплаты, то есть 4800 рублей. И лишение права управления транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев. То есть за пересечение сплошной линии, за нарушение правил маневрирования предусматривается. Я напоминаю, что это всего лишь проект, он может быть изменен, там, как законодатели проголосуют. Соответственно, 4800 рублей и лишение водительского удостоверения на срок от 3 до 6 месяцев. Не или, а и. И. То есть совместно. Да, То есть и то, и другое. и то, и другое. Да. Одновременно. Все, да. спасибо, Да. это важно. Дальше. Так, дальше. За повторное, то есть если рецидив, нарушение в течение года, совершение административного правонарушения в виде выезда в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, проектом предусматривается административный штраф в размере 140 минимальных размеров оплаты труда. То есть это получается 8400 рублей. С лишением, опять же, лишением, то есть это совместно, одно наказание, с лишением права управления транспортным средством на 1 год. Ну и дальше самое важное, это инициатива, что связано с алкогольным или иным опьянением. Алкогольное опьянение, да. В соответствии с проектом, за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного или иного опьянения,
предусматривается установление административного наказания в виде административного штрафа в размере 48 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на 6 месяцев. За вождение в алкогольном или ином опьянении 48 тысяч и 6 месяцев лишения прав. Алкогольное иное будут разграничивать? Сейчас, если позволите, вот здесь я Сейчас закончу. закончим, потом... За управление транспортным средством, находящимся в состоянии алкогольного или иного опьянения, совершенное повторно, сразу предусматривается административный арест на 15 суток с лишением права управления транспортным средством на 1 год. То есть здесь уже штрафа нет, здесь идет сразу административный арест и лишение на 1 год. Это вот самые основные вопросы, изменения, которые мы просили, которые рассматривались в первом чтении, и которые, мы надеемся, найдут поддержку. Вот В целом есть- найдут. Да, если вот эти инициативы будут приняты в единственное, ближайшее здесь время, моя- как они поменяют ситуацию? Они поменяют серьезно? Здесь единственное, что мы буквально на этих встречах, мы прямо пришли сразу, буквально в ходе обсуждения, пришли к единому мнению, что, например, убрать «или», то есть я имею в виду там от 3 до 6 месяцев, вот такие формулировки убираем и делаем один, то есть Чтобы не было вилки. Фиксировано. без вилки. Без вилки. Это первое. И второе, там я попросил у коллег помочь мне с опьянением разобраться, там наркотическое и алкогольное, разграничить. Поддержку имею, да, они поддержали нас полностью. И хотим убрать алкогольное и иное. Убрать иное, сделать алкогольное. Когда у нас как происходит на практике? Лицо остановили, говорят, идем освидетельствовать. Отказ, он идет как алкогольное. И все наркоманы просто отказываются. В этом случае, когда мы сделаем, разграничим, что отказ будем признавать, мы пока вот только на стадии обсуждения, значит, я прошу, чтобы отказ принимать как употребление сильнодействующих наркотических веществ, а иначе, если человек алкогольное опьянение, пусть освидетельствуется. Какая проблема? Просто за наркотики у нас будет более жесткие санкции. Потому что мы понимаем, что лица, употребляющие тяжелые наркотики, это не эпизод, это его образ жизни. И тут, наверное, мы должны с такими людьми более жестче себя вести. Тут несколько сразу положительных, я так понимаю, вижу посланий, таких посылов, я так полагаю, что мы, например, молодежь сразу поймет, что наркотики и роль несовместимы. И это будет в некотором смысле и профилактический характер носить. Помимо того, что мы обезопасим дорогу, посыл будет молодежи. Ну и, если говорить еще дальше, то мы отберем у криминала некую мобильность, когда их коллеги-наркоманы просто не смогут использовать автотранспорт. Я считаю, что это будет эффективной мерой. Спасибо большое. Теперь я хочу, чтобы депутаты высказались. Дауд Витальевич, предел вашей лояльности. Вот как вот эти предложения К проекту вами... или- Да, к или этим к нарушителям? предложениям. К этим предложениям. Ну, мы рассматривали недавно как раз в комитете, и Вальтер Сергеевич и Беслан Русланович, я думаю, они ощутили, что в целом поддержка есть. Все прежде всего исходит из того, что мы понимаем, в какой мы ситуации сегодня, да, и те трагедии, которые постоянно происходят, постоянно они на слуху, но они заставляют нас тоже идти по этому пути ужесточения. Другое дело, ну, я от себя могу сказать, что у меня, конечно, здесь по данному проекту в любом случае несколько поправок будет. Я не знаю, одобрят их мои коллеги или нет. В любом случае, да, ужесточать надо, действительно. Просто в каких рамках, ну, для меня вопрос надо будет определиться. Я думаю, это мы и с коллегами из министерства также уже будем это обсуждать. Но после первого чтения. Сейчас в первом чтении мы, соответственно, принимаем проект так, как он пришел. Это стандартная практика, то есть внесение изменений сейчас невозможно. После того, как проект будет принят в первом чтении, между первым и вторым, мы будем также проводить работу, вносить какие-то корректировки и принимать уже, я думаю, во втором, ну далее и в третьем окончательном. Здесь также еще и
прописана возможность, чтобы сами сотрудники МВД постановление о... То есть права, чтобы лишали прав своим постановлением сами сотрудники МВД. Сегодня по действующему законодательству это в соответствии с административным судопроизводством. Честно говоря, за себя скажу, что я намерен настаивать на том, чтобы осталось так, как есть. Да, какие-то поправки я хочу внести, какие-то поправки хотят внести мои коллеги. В любом случае мы будем их обсуждать с профильным министерством. И, соответственно, я думаю, что закон будет принят. Принципиальных разногласий нет, там есть детали. Да. Есть детали, да? Ну, мне кажется, что штраф 48 тысяч вызовет еще, наверное, бурное Ну, обсуждение. я бы как раз но- уменьшил его, да. Меня устраивает, я абсолютно согласен с предложением, что лишение прав сразу, что не повторно, как у нас сегодня в случае повторного нарушения. То есть совершенно согласен. Но я считаю, если мы лишаем прав, стоит ли тогда поднимать еще и штрафные санкции до 48 тысяч? В любом Ну, вот случае, да, вот такие моменты, они по-моему, присутствуют, это я холодный уверен, душ что или да. шоковая терапия, они нужны нашим рабочем- людям, потому что в ра- какой-то все-таки переломный момент должен наступить в Ну да. решении этого вопроса. В рабочем режиме мы это Тимур разрешим. Адамурович, пожалуйста. Предложение рабочей группы на самом деле это нормально, объективно. Они просто так к этому не пришли, исходя из той ситуации, которая сегодня складывается, проведен был соответствующий анализ, в связи с чем возникли такие предложения. И, как сказал Давуд Витальевич, депутаты парламента готовы обсуждать, есть общее понимание. Я думаю, что по некоторым моментам, как было сказано коллегой, будут какие-то моменты, которые будут подлежать обсуждению, а так, в общем, я думаю, все будет положительно. Я надеюсь, что на самом деле взаимодействие, которое происходит сейчас вот между МВД и парламентом, приведет в ближайшее время к очень важным результатам, и будут приняты нормы, которые, возможно, поменяют и должны поменять ситуацию на наших дорогах. Вот в завершении передачи все равно несколько таких локальных вопросов я вот хочу вам адресовать. Я исхожу из того, что пишут и говорят люди и нам, и в социальных сетях тоже. Я знаю, что вот, хотя я поддерживаю вот на самом деле ужесточение и понимаю, почему я это поддерживаю, но есть какие-то вопросы, возможно, которые мы не очень правильно решаем. Очень многие люди недовольны тем, что положили асфальт, на это потратили очень большие, скажем, там средства. В нашей ситуации понятно, что мы за экономию средств, и после этого вдруг неожиданно очень часто вот так вот появляются лежачие полицейские. И эти лежачие полицейские зачастую, они не фабричного производства, они как-то зацементированы и не покрашены, и на асфальте они не выделяются, и водители практически спотыкаются, и бывает, что в принципе бывают серьезные проблемы у автомобилистов тоже. И поэтому, вот скажите, вот дальше, Связано вообще вы со прогнозируете, как быть, вот, не, даже те, которые не со скоростью, Там, все если тихо равно. едешь, там проблем не будет. Ну, в любом случае бывает, что они нормально не отмечены. Вообще лежачие полицейские, иногда на самом деле их очень много, и люди даже возмущаются, говорят, вот почему именно здесь положили? Насколько грамотно вот этот вопрос решался и решается? У вас вообще есть претензии к этому, или же вы довольны тем, как Сейчас это за происходит? все лежачие полицейские нам сложно говорить, потому что я не исключаю, что есть места, где люди там сами что-то сделали. Хочу сказать за те, где мы участвуем непосредственно. Хочу вам сказать, не совсем такая простая процедура. Он взял там МВД, там, даже в силу аварийности вот этого участка дороги, мы не можем... А без согласования с ГАИ вообще люди могут это сделать? Нет, на это каком-то участке? совместный труд, но по большому счету реализовывает ее автодом. Мы только рекомендуем. Мы говорим, что есть аварийный участок, просим вас. Мы также, как граждане, на определенных участках обращаемся, чтобы они это сделали. Потом собирается комиссия. Это не все вот изучается, насколько аварийность, какая средняя скорость на этом участке, к которому там ездят люди. И вот это все, вот так рождается вот этот лежачий так называемый полицейский. Да, безусловно, его надо красить, делать, но это тоже опять не к нам, это дорожные службы должны этим заниматься.
Ну, я надеюсь, они нас тоже услышат. И вот еще такой вот вопрос. Ожидается ли пересмотр требований к квалификации водителей? Почему я это говорю? Вот рейсовые маршрутки, как мы их называем, да, вот возьмем Сухум, Псоу, Сухум, да, я знаю очень много недовольства людей, и, в принципе, через близких родственников, например, когда мои дети приезжают, мы их никогда не встречали. Говорю, вы, взрослые люди, есть общественный транспорт, перешли границу, сели в маршрутку и приехали. Но какие-то проблемы такие там возникают, что они сказали, мы боимся, мы больше не будем садиться в эти маршрутки. Так говорят очень многие люди. Поведение водителей, это касается не всех водителей, но можно производить какие-то предрейсовые осмотры. Вообще дисциплина вот на этой трассе, вот именно в этой части, кто должен за этим смотреть? Если говорить о государственных предприятиях, то на каждом АТП перед выездом рейсовый автобус, маршрутка, водители проходят, значит, соответствующее медицинское освидетельствование, и только после этого, по рекомендации врача, они, если нет никаких противопоказаний, они выходят в рейс. Та проблема, о которой... у нас же еще большой автопарк, это частным извозом занимается. Те же маршрутки, которые принадлежат частникам, тот же рейс, там Сухум, там много и частных предприятий, то есть индивидуальных предпринимателей, которые, наверное, так тщательно осмотры не проходят, скорее всего. Но в связи с той проблемой, которую вы озвучили, она нам тоже известна, и к нам люди тоже обращаются. Мы буквально 3 недели назад начали, и по сей день продолжаем, и будем продолжать. Мы ранним утром, с 6 утра до 9-10 утра, как минимум, проводим рейдовые мероприятия именно по водителям маршрутного такси, по водителям грузового транспорта, по водителям именно связанных с перевозкой людей на предмет, значит, освидетельствования наркотического, алкогольного и так далее. Каждый раз при проведении данных мероприятий минимум 5-6 водителей, то есть они не водители легкового транспорта, никаких, именно работаем по маршруткам, по такси и по грузоперевозкам. За одно мероприятие минимум 5-6 водителей выявляются в состоянии наркотического или алкогольного, ну, мы сейчас говорим только об наркотическом опьянении. То есть эти факты имеют место. Данные мероприятия будут проводиться и дальше, но, к сожалению, проводить их каждый день тоже нет таких возможностей, физических, я имею в виду. Ну, просто как определенная регулярность может быть в предрейсовых осмотрах, Еще все-таки это нужно. есть потому такой что там момент, почему мы ситуация. именно в это время проводим. Когда он едет с пассажирами, там чуть-чуть трудно, потому что если пассажиров много, их надо высадить. Оплата уже осуществлена. Оплата осуществлена, им надо предоставить другой транспорт, их надо довести до пункта назначения. Поэтому мы это время выбрали так, в связи с тем, что когда они следуют на ПСО, условно, к началу своего рабочего дня, или обратно там, в Сухум, для того, чтобы с Сухума начать свой рейс. Ну, такое мероприятие проводится. И раньше там другие проводились, но мы считаем, что они не совсем правильные, когда там подъезжали и всех подряд водителя освидетельствовали. Мы не можем сказать, что все водители маршрутного такси являются там употребляющими наркотические или иные там вещества. То есть мы никак не хотим никого обидеть, поэтому мы работаем точечно, мы работаем с теми, с кем, по которым у нас есть предварительная информация, ну и не в ущерб их работе. Спасибо. Хотел бы добавить здесь, вот мы действительно озабочены этой проблемой, тут, тем более, вот знаете, нас как-то Бог тоже бережет. Ну, хочу вам сказать, процент лиц, употребляющие там разные виды наркотиков, есть виды наркотиков, которые на данном этапе нам выявить сложно. Они об этом тоже знают. Но это время будет короткое. Они тоже в курсе, да? Да, это недолго, я вот уверяю вас, что это где-то в марте закончится, потому что я там дополнительное оборудование покупаю для хроматографа, и мы будем уже все виды наркотиков видеть. Ну, к чему я это все говорю? Они действительно употребляют наркотики и ездят там очень агрессивно. И на нас действительно Бог смотрит, что за летний период. Мы же понимаем, что, не дай Бог, ДТП связано с такого рода автомобилем, с маршрутным такси и так далее, это может сразу
принести к очень большой трагедии. У них самосознания нет, могу вам сразу сказать. И меня, знаете, что понятно, сам наркоман, то, что он с рулем там и на маршрутном такси ездит, это понятно, он там ни о ком не думает. Вот. Но вот эти коллеги его, они все друг друга знают. Они все друг друга знают, все знают, кто, что и когда употребил. Ну вот тут я не могу понять, почему мы вот так к этому всему относимся. Мы будем их снимать с руля, и я думаю, законодатели нам помогут, что лица, употребляющие тяжелые наркотики, если они у нас хотя бы один раз где-то будут засвечены, они не могут управлять автомобилями, связанными с перевозками никогда. И надо с этим заканчивать. У нас еще, знаете, вот этот наш гуманизм, он должен быть, наверное, там министр внутренних дел, он должен быть там более там бескомпромиссным, наверное. Но все равно вот эти полумеры нам не приносят должного результата. Не должно быть, вот как мы пришли к общему знаменателю в части не вилок убрать и так далее. Все должно быть конкретно. Употребляет лицо наркотики, заканчиваем с рулем. Я вас уверяю, совсем другая картина будет у нашего следующего поколения. Да, с этим поколением нам придется и поругаться, и потому что многие из них, знаете, как если вот так вот просто поголовно пройти, количество употребляющих за рулем очень много, и начинается, я семью кормлю, мне не на что жить, а таковых действительно много, и они действительно единственные кормильцы. Но это до того, пока трагедии не произошло. Это единственные кормильцы. Вот за кого мы говорим, это категория людей, которые действительно кормят свои семьи. Но что они при этом делают? Слушайте, одним словом, мы должны вместе бороться с этим и заканчивать. И просьба такая, при всем уважении прав человека, у других людей тоже права есть. Вот как раз о правах пешехода я хотела бы спросить. Вот буквально расскажу случай. Я сегодня еду на работу и вижу, краем глаза стоит ученик, да, он собирается перейти дорогу, стоит еще на тротуаре. Стоит у зебры. У зебры. Я вот думаю, останавливаться, пропускать, не останавливаться. За мной идет агрессивный трафик, то есть очень много машин. Вот думаю, остановиться, я остановлюсь. Ребенок подумает, я уступаю, пойдет по зебре. Медвежья А вот услуга. тот, кто едет сзади, он не видит. Я вот за долю секунды думаю, нет, не буду сбавлять обороты, лучше проскочу. Потому что я испугалась, что я пропущу, а другой нет. Вот как решать этот вопрос? Культура вождения. Культура вот вы об вождения. этом думаете, а вот этот, кто обгоняет, видя там знак наверняка, что школа рядом, впереди пешеходный переход. Вот культура вождения. Часто такое бывает. Честно говоря, Нет, у зебры переходят пешеход- в неположенном месте. Нет, эта ситуация, да, но очень часто бывает, что в У нас, неположенном месте. кстати, я вас Да, уверяю, пешеходы пешеходы, тоже они не- такие же участники, с такими же правами и обязанностями. Но мы же пренебрегаем везде, и за рулем, и вне него. Я не просто так говорю, человек как живет, так и ездит. И на улице ведет себя ровно так же. Когда он живет, не думая никогда о законе, он так и продолжает себя вести везде. Не совсем так. Люди, когда наши граждане переезжают в Российскую Федерацию, они соблюдают все правила. Есть этот факт, да. Это же, мы же знаем, мы говорим о тех людях, о наших друзьях, близких, мы же видим, там можно вести себя нужно, правильно, поводу у а меня- здесь себе можно позволять совсем по-другому. Я думаю, что наоборот, наши люди пока не поймут, там, где мы родились, там, где наши братья воевали, где кровь проливали, здесь нужно жить именно по тем правилам, которые необходимы для того, чтобы сохранить нашу нацию, сохранить наши традиции, сохранить наши обычаи. Это каждый должен понимать и каждый должен понять. Пока это мы не поймем, у нас будут эти проблемы. Ну, по поводу границы, когда я был в парламенте, там один из аргументов был, мы южная страна, у нас жарко. Я вот хотел у них спросить, в Сочи не так жарко?
В Сочи другое Это солнце, камень что в ли? огород Даута Витальевича. Почему? Это не я говорил. Нет, Да, не он, похоже, здесь он поговорили. не он это сказал. Просто когда один из аргументов, почему не хотят, ну вот идет вот прямо вот, знаете, вот для них вот затемненка это все, это какой-то... Вот так почему получается, что в другой стране мы соблюдаем закон, Там солнце а не... у себя нет? Там солнце не Наверное, печет. потому что мы на что-то рассчитываем, на родственные Я как раз таки связи. о чем и говорил. Тут с этим тоже надо бороться, Пока Вальтер Сергеевич. оформляется Анна, я документ, вам скажу. просто А значит, Я они поэтому могут говорил быть много раз, законопослушными я за, гражданами, чтобы но Просто при другое других дело. условиях и Дауд при другой защищает Мы ситуации. закон законодательный менять. орган. Он говорит, Он по предлагает жизни, закон поменять для того, чтобы под ему систему? было под систему, да. А мы считаем, что система должна ну, не по в этом- закону нет, работать. я согласен. Вот тут, знаете, вот у нас часто что бывает, с чем сталкиваемся? Ну, в ведомствах и так далее. У нас приходит человек, и не он подстраивается под ведомство, а в ведомстве начинаются перемены под него. Вот. Тут я, как законодатель, я его понимаю, что мы должны некий посыл, что какой бы закон ни был, мы должны под него подстраиваться. Я уже подстроился, все, что могу, делаю. Единственное, прошу, мы можем еще это делать лучше. Вот что я прошу. И все. Я уверен, что наше взаимодействие оно будет еще продолжаться, и по этому вопросу тоже. Да, Да, конечно. звучит оптимистично. Анна, у тебя все Я уже. просто хотела бы подметить, когда мы накрываем столы, приглашаем гостей, мы знаем, что этот человек, ему возвращаться домой, он поднимает тосты. И мы позволяем это. Более того, мы настаиваем, ну как ты не выпьешь за родителей, ну как ты не выпьешь за семью. Когда вы накрываете столы, дорогие наши граждане и зрители, когда у вас гость дома, ну вы же должны думать о том, он доедет до семьи или нет. Лучше скажите, не надо пить, или в конце концов вызовите ему такси или сами отвезите. Кстати, Ну я- и решмырвила на Я шоссе помню США. те времена, но я был помладше, когда, я помню старшие, когда говорили, что когда, не дай бог, произойдет что-то, а с какого дома он выехал. И действительно его призвали, Швейцария находится у замка. ай, а вы басивно, а мужчина дахнут за уштян. Узгян. Другое отношение было абсолютно. Я, наверное, уже завершу наше общение, наш эфир, анализ, который прозвучал сегодня на передаче, подсказывает нам, что подошли к какому-то определенно переломному моменту, и медлить, наверное, дальше нельзя. И по тому, как сегодня сложилось здесь обсуждение этого вопроса, мне кажется, что парламент не будет затягивать, и я надеюсь, что услышит Министерство внутренних дел, и необходимую работу они проведут, насколько возможно, оперативно, и примут очень продуманные решения, правовые нормы, изменения в законодательные акты, как мы говорим, которые, я надеюсь, что смогут поменять ситуацию. Но не только это. Я еще надеюсь на то, что правительство тоже выполнит взятые на себя бюджетные обязательства. Я имею в данном случае в виду прежде всего приобретение оборудования для видеофиксации. И далее, возможно, что для исполнения этих законов, мне кажется, что мы тоже обеспечим, в общем-то, информационное сопровождение, и в ближайшее время мы не просто надеемся, мы обязаны создать такую правовую ситуацию, когда мы не будем говорить о том, что опять плохие новости с наших дорог. Это была Аргама. Спасибо за участие.